Украсть медный кабель и обогатиться больше, чем на 400 тысяч рублей планировали сотрудники одной из подрядных организаций, работающих на Танеко. 8 человек были задержаны с поличным службой безопасности предприятия при попытке осуществить задуманное. Дмитрий Аринин узнал, как часто пытаются что-либо украсть с крупного предприятия. Эти фотографии сделаны сотрудниками службы безопасности предприятия сразу после задержания подозреваемых с поличным. Причем несколькими месяцами ранее работники этой же подрядной организации уже пытались совершить хищение. И тогда, и в этот раз планы злоумышленников были нарушены. Людей в группе было достаточно много, то есть у каждого были роли разделены уже, и каждый занимался своим делом. Действия злоумышленников сняла камера наблюдения, о которой они даже не подозревали. Сами являлись профессиональными электриками. При себе у них находились инструменты для резки данного электрического кабеля, обрезки данного кабеля. Реакция у них, они были напуганы нашим появлением. После задержания мужчины признались, хотели похитить кабель. Нажиться планировали более чем на 400 тысяч рублей. Вообще же в этом году сотрудники служб безопасности предприятия предотвратили хищение более чем на 3 миллиона рублей. На преступление идут работники подрядных организаций. Крадут все – задвижки, запорную арматуру, кабели. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к лицам, которые, возможно, вынашивают идеи, чем-то поживиться на Танеко. Я убедительно рекомендую отказаться от этой идеи, не испытывать судьбу, не испытывать службу безопасности. Поверьте, последствия будут серьезные. Подрядные организации, чьи работники будут увлечены в краже, больше не будут работать не только на Танеко, но и на других предприятиях Татнефти. При крупных хищениях задержанные будут передаваться сотрудникам правоохранительных органов. Дмитрий Аринин, Лилия Егорова, Евгений Лызаев. Вызов 112.